Чеченская республика Ичкерия в соответствии с постановлением Верховной Рады от 22 года, 18 октября, находится под российской оккупацией. И там установлен режим оккупационной структуры. Вот тот субъект, о котором мы сейчас говорим, Рамзан Кадыров, он является марионеткой в руках Кремля и своего ставленника. Никакое отношение ни к защите этой территории или населения он не имеет. У него таких возможностей нет. Он просто выполняет волю своего хозяина. Хозяин сидит в Москве, в Кремле. И, конечно, мы еще в прошлом году, когда были первые такие удары по военным объектам на оккупированной территории, мы предупреждали гражданское население о том, что да, эти объекты являются легитимными целями для вооруженных сил Украины, и чтобы гражданское население по мере возможности отдалялось от таких объектов, потому что в любое время, в любой момент может быть нанесен такой удар. А то, что мы наблюдали вчера, нужно исходить из того, что это не военный объект. Это в любом случае помещение, здание, если даже там сосредоточены какие-то оккупационные структуры, это в большей степени это гражданское население, вот, насколько мы знаем. И, конечно, для Кадырова, для марионетки, вот эти здания, высотки, они для него очень много значат. Это как бы его символ возрождения Чечни, освобождения Чечни. Это его лепта, которую он внес в восстановление разрушенной Чеченской республики, и он этим очень гордится. И для российских спецслужб это является как бы красная тряпка. Это их раздражает, то, что каждое новое здание или какой-то новый объект, который строится на территории Чеченской республики, сами силовики и сами российские спецслужбы знают, что рано или поздно территория будет деоккупирована. Они знают, что это закладывается на будущее чеченского народа и чеченского государства. Вы обратили внимание, что на территории республики не строится ни один завод, ни фабрика, ни завод. Нету никаких объектов, которые имели бы огромное значение для стратегически имели бы большое значение для республики. Они не строятся, они категорически запрещены строить на территории. Хотя в свое время Чеченская республика до российской агрессии являлась промышленным центром на Кавказе. Были объекты, заводы, фабрики союзного значения. Все это разрушено до основания. И сегодня эта республика и этот город превращен в такой торгово-развлекательный центр для Кадырова и для оккупантов, которые находятся там. Поэтому, да, удар, который нанесли по этой башне, это в первую очередь нанесен именно по Кадырову. И Кадыров это знает. Но ему для того, чтобы они выполняют две задачи. Во-первых, российские спецслужбы хотят, чтобы разозлить и обозлить чеченцев и чеченский народ, чтобы они были более лояльны к тому, что происходит сегодня в Украине, чтобы они поддерживали. На самом деле население Чечни не поддерживает эту войну с самого начала. Если вы помните, первая республика, которая провела массовые акции против мобилизации, это была Чеченская республика. Это были чеченские женщины, которые в последующем исчезли. И поэтому, конечно же, для российских спецслужб сам факт, который может каким-то образом обозлить чеченцев, чеченский народ на украинцев, это извечный, излюбленный метод любой империи, разделяй и властвовать, разделять, чтобы властвовать. И, конечно, сейчас им очень важно настроить чеченцев против украинцев, против украинской национально-освободительной войны, которую Украина ведет последние 4 года. И поэтому мы не должны обращать внимание ни на Кадырова, ни на его высказывания, потому что это ноль. Никакое значение для существующей системы, которая установлена на территории Чечни, кроме как марионеточной, другой роли у этого человека нет. И поэтому мы не будем особо комментировать и вдаваться, и углубляться. Я уверен, Анастасия, что этот текст Кадыров его в глаза не видел. Ему поставили, его составили и выложили этот текст. И по его структуре этого заявления видно, что Кадыров к этому имеет очень мало отношения.
Кстати, до этого еще не так давно также беспилотник прилетел по базе, военной уже базе Ахмат, которая также находится в Чечне. Ну и, собственно, как вы считаете, увязываются ли два этих инцидента в одно? И в то, о чем вы сказали, что сейчас власть России, то есть федеральный центр, да, по сути, хочет показать чеченцам, насколько, значит, вот плохие украинцы и, собственно, обозлить чеченцев против Украины. Ну, первый случай, когда был налет на военный объект, это абсолютно оправданно. Это легитимная цель для любой страны, которая находится в состоянии войны. А мы знаем, что Украина сегодня в состоянии войны с Россией. А эта территория, она находится под юрисдикцией, хотя, да, она насильно присоединена, но на данный момент это оккупированная территория. И там есть оккупационные структуры, которые сегодня поддерживают всецело политику и войну Украине, которую развязал Путин, преступную войну. И поэтому эти объекты, они являются легитимной целью. Я думаю, что вот когда-таки как бы это попытались привязать вот гражданский объект к тем военным объектам, которые они не сумели защитить. Они не в состоянии защищать эти объекты, и мы видим это по всей России. И, конечно же, как бы, чтобы, опять-таки, я повторюсь, чтобы настроить население и привязать к этой проблеме и тому, что происходит в Украине, гражданское население Чечни, и был нанесен удар именно по вот этому объекту. Не только военные объекты страдают, что нет, не то, что украинцы или ВСУ Украины, или наши добровольцы, которые находятся в Украине, наносят избирательные удары по военным легитимным целям, что они неразборчиво наносят удары и по гражданским объектам. Вот с этой целью и была проведена вот эта операция по удару вот этого объекта, то есть этого гражданского объекта, который мы видели, вот это высотное здание. Давайте поговорим немножко о международной, так сказать, политике, переговорном процессе и не только. Сейчас многие обсуждают вот переговорный процесс. Украинская делегация находится в Соединенных Штатах Америки, согласовываются какие-то пункты. Что будет в финале, мы пока не знаем. Но мы уже видели, что Путин отмел фактически тот план, который предлагал Трамп, потому что там недостаточно условий, недостаточно ультиматумов. Это первое. Второе, европейцы, если верить изданию Der Spiegel, они предостерегают Владимира Зеленского от того, что США могут предать Украину и предать Европу в том числе, собственно, пообещав Путину вот украинские территории и давление на Украину. Как вы считаете и как вы оцениваете вот этот переговорный процесс, и как считаете, может ли США действительно предать Украину и предать Европу? Так, Анастасия, начнем с того, что я говорил вашим коллегам, никаких переговоров нет. Угу. Никаких переговоров нет, это имитация. Ну, если с натяжкой, это можно назвать консультациями по возможным переговорам с российскими агрессорами. И это то, что происходит сегодня в Соединенных Штатах Америки. Постоянные контакты украинской делегации с американскими коллегами – это продолжение того разговора, который состоялся в феврале прошлого года в овальном кабинете у президента Трампа. Вот эти дискуссии, когда Зеленский тогда попытался во время первой встречи объяснить, что какие-либо дипломатические методы с Россией, они не будут работать. Зеленский сразу понял, и руководство Украины поняло. Они поняли, что Трамп и новая администрация изначально сдают свои позиции, переговорные позиции, возможные переговоры, на возможных переговорах. Потому что администрация Трампа пришли к власти и в Белый дом именно вот с этой риторики, что они за 24 часа закончат войну. И президент Зеленский тогда попытался объяснить, как нужно вести себя и что необходимо будет сделать, чтобы войну закончить. Но тогда его не послушали. Был этот скандал известный, и с этого времени продолжаются консультации. Вот если говорить о Путине, о Трампе, Трамп на самом деле с самого начала, как я уже сказал, сдал переговорные позиции, свои переговорные позиции. Когда он заявил о том, что Украина никогда не будет принята в НАТО, когда он заявил о том, что в последующем, он заявил о том, что Соединенные Штаты Америки готовы признать Крым и Севастополь российским,
когда он заговорил о том, что Украине придется делать территориальные уступки, все карты, возможные карты для остановления и прекращения войны, Трамп тогда уже сбросил. Он изолированного военного, преследуемого международным судом, уголовным судом человека вывел из изоляции и сделал его снова рукопожатным. А то, что сегодня происходит, на самом деле, это никакие не переговоры. Это Америка сегодня размывает основополагающие принципы и нормы международного права. Невозможно говорить с агрессором вот в таком тоне и с такой риторикой, с которым с ними сегодня разговаривают Соединенные Штаты Америки. Да, они пытаются заключить такой договорняк с ним на том, чтобы, сдав все, и нужно правильно, вот, что вы в своем вопросе отметили, Америка пытается сдать не Украину, Америка пытается сдать Европу. А вся ли Америка готова на это? Это тоже большой вопрос. Я не думаю, что все, что сегодня делает администрация Трампа с его подарками Путину, его попыткой вознаградить агрессора, военного преступника огромнейшими украинскими территориями, это не иначе, как благодарность за ту агрессию и за ту войну, преступную войну, которую развязал Путин, невозможно расценивать. Это вознаграждение агрессора. И пойдет ли на такие шаги, согласится ли с этим Европа, где идет эта война? Я уверен в том, что не согласится. И сегодня у Европы есть возможность поддерживать Украину, независимо даже от позиции Соединенных Штатов Америки. Опять-таки я хочу отделить сегодняшнюю позицию администрации США от американцев и от американского общества. Я уверен в том, что если вот такое предательство будет продолжаться со стороны администрации, и они будут настаивать на том, чтобы сдать Украину, чтобы Украина согласилась на капитуляцию, Соединенные Штаты Америки с этим не смирятся, потому что для них стратегическим союзником на этом континенте является Европа и европейские страны, больше, чем сама Россия. И, конечно, в противовес их политике и тому, что они сегодня озабочены не Россией, не Европейским Союзом, а развивающимся Китаем, в этом смысле, если Соединенные Штаты Америки откажутся от партнерства с Европейским Союзом, у Европейского Союза есть выбор. Это Китай, с кем они могут начать сотрудничать и взаимодействовать. А этого никогда Соединенные Штаты Америки не допустят. То есть никогда Соединенные Штаты Америки всецело не продадут Европу. Главное сейчас надо, чтобы европейцы продержались вот в этом же ключе, в котором они заявили. Да, Трамп, лично Трамп, и его команда сдали Украину не вчера, не позавчера. Они ее сдали с самого начала, когда только что они заговорили 28, по-моему, февраля, это было, в овальном кабинете, о том, что у Украины нет карт. Говорить жертве агрессора у вас нет карт, и при этом претендовать на роль ведущего лидера мирового жандарма или лидера или страны, которая обеспечивает мировой порядок во всем мире, обеспечивают стратегическую безопасность. Это, конечно же, было предательство и ничто иное. И последнюю точку в своем предательстве и отход от той риторики, которая была заявлена администрацией о том, что они прекратят военные действия Украины, это было сдано на Аляске, когда он принял на красной дорожке Путина и после встречи с Путиным заявил о том, что сейчас Соединенные Штаты Америки не ведут разговор о прекращении огня. Они готовы заключить стратегическое соглашение, обеспечивающее гарантии Украины на все времена. А что это означает? Путин тут же сказал о том, что он не будет договариваться с руководством Украины, так как он считает это нелегитимным. И поэтому сегодня нужно настраиваться на то, что война будет продолжаться еще как минимум полгода. Вот эти полгода нужно выдержать. А для того, чтобы выдержать эти полгода, у Украины есть все. У Европейского Союза есть все. Сегодня рассуждать на тему, откуда взять деньги,
это быть настолько бесхребетным или не знать сложившуюся ситуацию. Военный преступник Путин может подать в суд на Европейский Союз в связи с тем, что они заморозили или же конфисковали вот те средства, которые сосредоточены здесь. О каком праве, о каких международных принципах и нормах может идти речь, о каких экономических возможных потерях для Европейского Союза имиджевого или же репутационного? Какая репутация с агрессором? Страна ведет войну, захватническую войну и представляет угрозу для всего европейского континента. И не только для европейского, а для всего цивилизованного мира. В этой ситуации не должно быть двойных стандартов. Нужно конфисковать деньги и выделять на войну, которую Россия сама и развязала. А эти средства в Европе есть. И я уверен, что рано или поздно к этому все и придет. А Америка будет так или иначе, не может она всецело открыто, более открыто, чем сейчас это делает Трамп, занять сторону России в ее агрессивной войне против цивилизованного мира. Как вы считаете, почему Трамп именно так себя ведет? И почему Трамп действительно подыгрывает Путину? Вот этот план из 28 пунктов, ну, это же откровенно написанный просто Россией для России план. Не, мне сложно говорить, рассуждать, чем апеллирует Трамп. Я на самом деле не сторонник таких заговоров, да, заговор теории, конспирологических теорий всемирного заговора. Я не знаю, на какую мозоль наступает Путин Трампу, я не готов рассуждать на эту тему, но то, что он всецело сегодня занимает позицию России в этой войне, это стало просто абсолютно очевидным, когда рассекретили разговор Виткова с Ушаковым, да, который ведет консультации. Витков подсказывает России и русским, как надо себя вести с Трампом. И поэтому я думаю, что это такой психотип. Ему нравятся диктаторы, ему нравятся люди, которые одним пером, росчерком пера могут принять решение. Отличие от Европейского Союза, где необходимо согласовывать какие-то свои позиции со всеми участниками. Вот где преобладают инструменты, институты, демократические институты с демократическими инструментами. Вы обратили внимание, еще с первого своего срока Трамп очень благосклонно относится ко всем диктаторам. Да. Он со всеми хочет дружить. Он заявляет о том, что он хороший парень, и Ким Чен Ын, и Путин, и Иран. Все это хорошие ребята, и он с ними может иметь дело. Это вот такой психотип человека. И ему сегодня это нравится. И он не думает о завтрашнем дне Соединенных Штатов Америки. На самом деле. Вот имиджевый урон, который сегодня Трамп наносит Соединенным Штатам Америки, он очень долго и очень тяжело будет восстанавливаться. Сегодня Соединенные Штаты Америки, которые стояли на страже вот, мирового порядка, той цивилизации, которая установилась, и мировой порядок, который был установлен после Второй мировой войны, они сами, именно потыкая Путину в этих его преступной войне, они это обнулили, сами обнулили. И когда генеральный секретарь говорит о том, что нарушаются основные принципы международного права, он абсолютно прав. Потому что любой контракт, любой договор, любой мир сегодня вот между Россией и Украиной, он возможен только на справедливых принципах, осуждая агрессию, призывая к ответу военных преступников и злодеев, которые совершили преступления. А вознаграждать военных преступников территориями, мощным потенциалом и всемирным признанием оккупированных территорий частью этой страны, это разрушает все до основания. И я не думаю, что при всем том, что мы наблюдаем за администрацией Трампа, как они себя ведут, есть Марко Рубио, который готов вести переговоры и который понимает, что происходит. И есть бизнес-элита вокруг Трампа, которая ведет и заигрывает с Путиным и с военными агрессорами в лице Виткова и сегодня уже его родственника, его зятя Кушнера. И поэтому это нужно отделять.
переговоры от вот тех имитаций и консультаций, которые, пытаясь экономически выгадать и выиграть что-то именно в материальном отношении от людей, которые сегодня находятся рядом с Трампом. Нужно понимать, системные политики, которые есть в Америке, они осознают и понимают, что происходит. А вот эти новички и бизнес-элита или бизнесмены, для которых важно во время торга отстоять какие-то материальные блага, они ведут себя совершенно по-другому. И поэтому это две команды, которые работают сегодня в Белом доме. Это команда и люди, системные люди в лице Марко Рубио и коммерсанты и бизнесмены в лице Виткова, который заигрывает с Путиным. И я думаю, что в любом случае Соединенные Штаты Америки в конечном итоге займут сторону украинцев в этой страшной преступной войне, которую развязала в Украине Россия. Как вы считаете, как будет действовать Путин в дальнейшем, учитывая то, что пока они, ну знаете, как будто бы смеются над Европой, даже вот этот слив разговоров, который Шпигель, значит, нам показал, Дмитриев, который есть спецпредставителем Трампа, посмеялся над Макроном и Мерцем, он сказал, да вы сами себя загнали, собственно, и вообще, ну, то есть в такой не дипломатичной форме высказался, если так можно сказать. При этом, при всем мы видим, как Путин, выступая, говорит, да, я очень ценю Трампа, я очень ценю его усилия и Соединенных Штатов Америки, прекрасный план, но его надо немножко доработать. Вот сейчас мы туда добавим чего-то там, и вот тогда будет очень приемлемо. Но при этом также Путин говорит, ну вот если Европа будет на нас нападать, то мы в любой момент можем ответить. Если мы дипломатическим путем не добьемся, мы добьемся военным путем. Как, по вашему мнению, он будет себя вести в дальнейшем? Он будет продолжать войну. Мы всегда об этом говорили. Путин пришел на волне войны, 99-й год, когда он развязал вторую русско-чеченскую войну, нарушив договор о мире, который был подписан Ельциным и Мосхадовым. Он существует все эти годы на войне. Нету ни одного мирного дня, когда с приходом Путина к власти, где бы он не вел какую-либо войну. Вот ни одного дня такого нет. И до конца своих дней он будет воевать. Он держится именно на волне войны, которую он развязал. Конечно, нужно понимать, при всем том, что, как бы Трамп ни говорил, Трамп – это сегодняшний день. Ну, пройдет 3 года, Трампа не будет. Никакие гарантии, которые дает Трамп, ни Путину, ни Украине, они не будут иметь никакого значения. Абсолютно никакого значения. В Соединенных Штатах Америки есть законы, которым будут придерживаться все. Вот уйдет Трамп, с ним будут судиться. И Трамп понимает, когда он нарушает какие-то законы в Соединенных Штатах Америки, что будет судебный процесс. Но зато он выигрывает какое-то время. И все внимание сосредоточено на нем. Он кайфует от всего этого. Человек, который добивает свой срок на этом жизненном пути, только Всевышнему известно, сколько кому осталось жить. Но политическая карьера Трампа, она заканчивается через 3 года, да, когда он уйдет со сцены политической арены. И все вернется на круги своя. Все придут к закону. И Путин это понимает, что он совершил злодеяние, что он военный преступник. И он ни при каких обстоятельствах не может остановить войну, даже при любых гарантиях Трампа, которые он ему дает. Да, это может быть какой-то сиюминутный, какой-то отложенная ответственность за те злодеяния. Но не более того. И поэтому Путин будет продолжать войну до тех пор, пока он не потерпит сокрушительное военное поражение. И я уверен в том, что страны, которые сегодня объединились и являются союзниками Украины в отражении российской агрессии, с каждым днем все больше и больше начинают понимать, что только военное поражение России может положить конец. И это только может гарантировать безопасность европейскому континенту, Европейскому Союзу. И не только не Европейскому Союзу, а вот всем тем странам, которые объединились сегодня, создали союз и являются
протекторатом для Украины, международным протекторатом отражения российской агрессии. И поэтому я уверен, что будут приняты соответствующие меры с тем, чтобы добиться желаемого результата. То есть добиться того, чтобы Россия потерпела военное поражение. Только это может сегодня являться и гарантией безопасности не только Европы, стратегической безопасности во всем мире. И это только может гарантировать долгосрочный мир Украине. До тех пор, пока Россия будет сохраняться как империя, она будет продолжать представлять угрозу и для Украины, и для других соседних государств. И поэтому другого выбора у Европейского Союза, кроме как капитуляция перед Путиным или военная победа Украины в этой преступной войне, которую развязала Россия против Украины. Только этот выход. А готовы ли европейцы приобщиться, собственно, к вот этому обеспечению поражения Путина? Вот пока, потому что мы видим по тем заявлениям, ну, как-то европейцы побаиваются, даже когда мы говорим о вопросах безопасности, гарантиях безопасности, пока только Британия и Франция сказали о том, что они прям физически готовы помочь Украине, то есть направить военный контингент, но и то есть условия после подписания мирного соглашения. Но его-то добиться не удастся, пока нет военного, собственно, поражения Путина или осознания того, что Путин потерпит военную поразку. Ребят, давайте будем до конца честны и справедливы. Если бы Европа не поддерживала бы Украину, война была бы давно проиграна. Европа поддерживает, будет поддерживать. Другого выбора у Европы не потому, что, я еще раз подчеркиваю, не потому, что и не только потому, что им жалко украинских детей, стариков, женщин и разрушающие города и населенные пункты, а потому что это напрямую касается их самих. Какие они жалостливые, это чеченцы на себе испытали. Когда стоит вопрос об интересах государства, тут вопрос миролюбия, человеколюбия и гуманитарные вопросы отходят на второй план, что и произошло с нами. Европа в течение 20 лет всецело поддерживала Россию против чеченцев и против чеченского народа, когда она вела войну. Более 300 тысяч чеченцев, только гражданское население, были убиты, пропали без вести в этой страшной войне. А Россия и Европейский Союз продолжал потворствовать и потыкать. Сегодня другая ситуация. Сегодня Россия и Путин перестали быть исключительно проблемой чеченского народа или украинского народа. Они являются угрозой в первую очередь для европейцев. И поэтому другого выбора, кроме как поддерживать Украину, поддерживать во всех отношениях, у этих европейцев нет. Да, достаточно того, что сегодня Великобритания и Франция и Германия с новым руководством заявляют о том, что они не допустят вот такого несправедливого мира по отношению к украинцам. Они никогда не смирятся с тем, чтобы Путин был вознагражден огромнейшими территориями, которые он отвоевал, оккупировал в результате агрессивной войны. И поэтому нужно понимать, что другого выбора у европейцев нет. Самое главное сегодня, украинцы должны как никогда быть едины в том, чтобы отстоять эту победу. Все эти скандалы и все эти вокруг, которые сегодня мы наблюдаем самой Украины, мы радуемся тому, что в Украине есть гражданское общество. Мы радуемся тому, что в Украине есть институты, которые могут и призывать к ответу, и вести антикоррупционную войну. Весь земной шар, где были вот эта 6-я или 7-я часть суши на земном шаре, где соприкасалась и какое-то время оказывалась под влиянием России, она вся коррумпирована. И все потихоньку должны будут избавляться от этой коррупции. Да, хотя сегодня, последние 20 лет, Россия сделала так, что она заразила и Европейский Союз, и страны, которые не были под влиянием России когда-либо. Но сегодня уже идет обратный процесс.
И Украина сегодня в авангарде этого. И несмотря на все эти скандальные выходки, которые мы наблюдали, все равно Украина внушает уверенность в завтрашнем дне, потому что есть гражданское общество, которое не позволит никому манипулировать и противостоять интересам украинцев, украинского народа и украинского государства. И поэтому сегодня всецело я уверен в том, что европейцы это понимают. Защита Европы – это Украина. И только благодаря вооруженным силам Украины Европа может отстоять свой суверенитет и свою независимость. И поэтому понимание этого есть у всех. И поэтому я уверен в том, что мы выиграем в этой войне. Мы отстоим независимость и территориальную целостность Украины. Мы сможем вместе призвать к ответу военных преступников, которые совершили злодеяния не только в Украине, но и в Чечне, и на Кавказе, и в Молдавии, и в Грузии, и в других странах, которые сегодня находятся еще под каким-то влиянием России. Мы должны добиться этих целей. И эта цель, она благородна, она реализуема, самое главное. Вот единство Украины и единство всех народов доброй воли нам позволит привлечь к ответственности военных преступников России.